Золотой мост, да? Его недавно построили. Ну как недавно? Лет 5 назад. Ну я был в 2005 году. Тут до этого ничего не было, естественно. Лет 5, наверное, даже чуть больше. Красотища, конечно. Алло. Я сейчас на русский остров еду. Туда, потому что он дом понравился. Ну так получилось. Стоял без заявки. Я сразу тогда туда приехал. Плюс чуть-чуть припоздаю. Ну там уже планы какие-то, да, уже что-то все. Ну а что ты тогда не отвечаешь? Там чуть-чуть вообще чая нет. Ну, выйди, подыши, так хорошо. На магазинчик подумается. База для женских лагерей. Смотри. Масштабно довольно. Какая здесь высота, да? Опор. Диву даешься, что люди могут такое творить руками. Всем привет, это звезды дорожного радио ТОП-10, очередной выпуск. Меня зовут Андрей Михайлов. В ближайший час вместе с вами. Что за это время услышим и узнаем. Новинка от Алсу, потенциальная песня от Эмина, очередная подборка футбольных хитов. Ну и разумеется, ТОП-10. Мост русский. Десятка, ради которой все затевалось. На остров Вы русский. заходите на сайт дорожная.ру и голосуйте Океанариум за едем. артистов, которые там представлены. Чем больше голосов за ту или иную песню, соответственно, тем более у них шансов получить. Океанариум самый большой, да? На Дальнем Востоке. Сколько я немного почитать, открывал Путин и премьер-министр Японии приезжал на открытие. Ну и в начале программы традиционно вспоминаем, как это было в прошлый раз. Церемония вручения наших звезд уже аж 7. Одна из них А вот это вот там построен Это ДВФУ. ДВФУ, Дальневосточный федеральный университет. Комплекс зданий. принимал участие в этом замечательном концерте Валерия и Стас Пьеха. И студенты, видать, там тоже живут, да? Да, там все, там становы на территории, там как это учебное заведение, там общежитие, там кафешки, там прокат велосипедов есть, самокатов, чего только нет. 3 июля отметил свой день рождения Родион Газманов. Ему 37. Июля 1931 родился один из самых известных советских композиторов, написавший много симфонической музыки.
тоже океанариум. Велосипедисты прямо доедут. Да, тут прокат Опасно. велосипедов есть, да. И вот они тут уже могут на территории кататься, могут по всему острову. И не платить, все, и получается. Зимой на мотоциклах тут ездят. Не так часто. А вы люди в полосах. Новыми хитами, но вот наконец-таки все равно едут, да, называется такая Ну, тут разберетесь, тут автобусы ходят к Ага. океанариуму. Можно пешком вот, людям пешком идти. Ага. А так вот автобусы, где он там стоит, тут остановка, в общем. Все, садитесь и едете. Хорошо. Спасибо. Мы решили посетить океанариум Приморский научно-образовательный комплекс. И тут есть батарея береговая. Такой пропускной пункт. Установка щадла. А, вон там ходят они. Автобусы. Какой. Интересно? Потом. Здесь ветерок. Битком. Все битком. Короче, приехали на таком часе. И что мы динозавры, акулы. Столько людей вышло одновременно. Смотри, какая фото. Билеты. Идем за билетами. Наверное, кто билеты купил онлайн, он туда идет. Здесь кассы. Привет, ребята! Мы сейчас пришли в океанариум во Владике. Мы билетики. Взрослые. А у нас сегодня, да, экспозиция плюс дельфинариум. Это один. А давай посмотрим вот здесь, что тут интересного есть. Вот. Указатели, там он кассы. Научно-образовательный комплекс Приморский океанариум Дальневосточного отделения Российской академии наук создан при поручению президента РФ. Официальное открытие с участием президента Путина состоялось 3 сентября 2016 года в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ и других высокопоставленных лиц. С сентября 2016 года Приморский океанариум стал частью Национального научного центра морской биологии. Это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук. Общая площадь внутреннего пространства превышает 37 тысяч квадратных метров, почти 5 футбольных полей скрыто в здании, которое напоминает приоткрытую белую раковину моллюска. Приморский океанариум – третий по величине океанариум мира. В левом крыле океанариума находится главный резервуар с 70-метровым подводным туннелем. В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном, ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей. В 9 постоянных экспозициях установлено в общей сложности 135 аквариумов. Общий объем воды в них 15 тысяч кубометров. Некоторые аквариумы настолько огромные, что их монтировали до возведения крыши и некоторых стен.
Среди обитателей Приморского океанариума представители всех океанов и климатических зон Земли. Перед тем, как поселиться в экспозиции, они проходят обязательный карантин в научно-адаптационном корпусе. Ученые могут проводить исследования прямо в стенах учреждений, без участия в длительных экспедициях. Всего в океанариуме расположены 5 научно-исследовательных и 2 производительные лаборатории, а также 2 учебные лаборатории для занятий со школьниками. Благодаря этому здесь существует возможность заниматься фундаментальными исследованиями и прикладной наукой и образовательной деятельностью. Приморский океанариум предлагает посетителям экскурсии по экспозициям, представляет представления в дельфинарии, занятия для школьников и студентов, а также лекции, выставки, научные праздники и благотворительные мероприятия. Для детей с ограниченными возможностями проходят специальные занятия и знакомства с морскими обитателями. Кроме того, в океанариуме работает волонтерский центр, участники которого организуют экологические и социально значимые акции, занимаются творчеством и собственными исследованиями. Ну а это лестница к осьминогу. Видите, вот там памятник осьминогу. Почему-то закрыта эта лестница веревкой. Видать, чтобы люди туда не лазили, не падали, не калечились. Вот такая дорожка асфальтированная идет вокруг океанариума. Ландшафтный дизайн, различные звери подводного мира. Вот кто знает, что это такое? Устрицы, мидии, кораллы. Очень все такое интересное. Кто увлекается морскими глубинами, подводным миром, пожалуйста, добро пожаловать, приезжайте в Приморский океанариум. Вот это вот пингвинчики, как живые, натуральные. Приморский океанариум, к вашему сведению, кто не знает, один из крупнейших научно-познавательных комплексов мира. Вот куда мы попали и хотим немножко поснимать и показать вам, что мы там увидели. Двигаемся по территории вот этого парка. Видим скульптурные композиции, медуза, краб, отшельник, ламинарий, вот это зеленое. Машенька стоит, фотографирует. У нее есть Инстаграм, и она тоже ведет его, соответственно, выкладывает туда фотографии и небольшие видео. Вот это вот бухта. Там вдалеке мы видим вот это мачта. Это мост Русский. Самый большой, ну, один из самых больших мостов вантовых в мире. По нему мы только что проехали, и вы могли там все видеть сами. Океанариум построен и открыт в 2016 году, то есть все новое. Плиточка новая, все аккуратненько выложено. Вот здесь такой канат морской натянут вдоль в качестве забора. Вот там вдалеке видно тоже лодки, яхты. Там для них пристань, соответственно. То есть здесь люди приезжают и катаются на этих лодках, когда погода, наверное, позволяет. Потому что мы вот были, видите, как сильно колышется трава. Пришлось отключить, значит, звук видео и наложить вот этот закадровый потом текст, чтобы, ну, просто жуткий грохот был, непосредственно на камеру записался от этого ветра. Микрофон дул. Вот смотрите, какая прикольная урна. Смотрите, вот почему в городе такие урны не делают? Что тут сложного? Скамейки из камня. Вы знаете, вот радует глаз то, что бюджетные деньги, в общем-то, вот так вот хорошо потрачены. Сделано все качественно. На не одно десятилетие, даже столетие, можно, наверное, так сказать.
Вот я непосредственно сейчас спускаюсь к воде в этой бухточке, чтобы потрогать ее руками. Ну как приехать на море, океан, да, и даже руками не потрогать. Ну, купаться, значит, холодно. То есть там люди в куртках, видите, ветер и довольно-таки прохладно. Но вот я потрогал воду, вода довольно теплая и приятная. То есть те люди, которые моржи, они вполне запросто тут могли бы купаться. Ну, наверное, сюда люди приезжают не за тем, чтобы купаться, а за тем, чтобы посетить океанариум, погулять, посмотреть. Посмотрите, из камня. Вот сколько такая может скамейка лет прослужить? Да, по-моему, не одно 100 лет, как минимум, 100 лет. Вот смотрите, монтированы светильники сюда, то есть, когда наступает темнота, эти светильники включают, и представляете, какой здесь шикарный вид. Все вот это вот в море, вернее, не в море, а в небо светит. Вот еще одна урна. Маша находилась, присела немножко посидеть. Но мы дальше идем, потому что время у нас, соответственно, ограничено. Один день нам надо посетить океанариум, дельфинарий, погулять по этой красивой ландшафтный дизайн. Вот, смотрите, осьминог тоже. Ну, вот, по-моему, ничего сложного здесь нету, но довольно-таки красиво все. Смотрите, как камушками выложены вот этот водоем, на котором мы видим вот эту беседку. Сейчас мы поднимемся по этому мостику и посмотрим, что там люди делают, почему они туда ходят. Вы сами все увидите. Вот смотрите, берете фотоаппарат, приезжаете сюда и делаете какие шикарные фотографии. Вот девушки, смотрите, фоткаются. Да в Инстаграме такое выложите, у вас все спрашивают вас, где это вы были, что это вы видели. Так что приезжайте. Так, ну вот мы проходим дальше. Что мы видим? Люди стоят, смотрят почему-то на воду. А что там в воде? Там рыба, видите? Рыба плавает. Так, вот здесь вот надпись: ага, не кормите и не ловите рыбу. Ну, ловить рыбу, да, надо с удочкой, наверное, крючком. Вот она плавает, рыбка. Здесь какая-то большая, смотрите. Большая рыба. Много очень туристов с Азии, с Китая, Японии, Кореи. Вывески многие во Владивостоке на нескольких языках. Вот сами считайте. Это русский язык, английский язык, китайский язык, японский язык. И даже на корейском языке бывает местами. Вот такой водопадик прикольный. Вот это вот речка по типу горной. По типу горной. Смотрите, памятник белому медведю. Он стоит и озирает свои пространство, свою территорию, чтобы посторонние сюда не зашли. Вот такое течение довольно сильное в этой речке, и вода довольно прохладная. Вот был бы жаркий день, допустим, жаркий день, возле такого водоемчика довольно-таки хорошо прогуливаться. Такие каскадики сделаны. Водоемы вот небольшие такие, озера. Все травкой засажено. Какими-то цветами, растениями. Но пока океанариум относительно недавно построен, естественно, растения еще, деревья не выросли. Поэтому они такие. Вот смотрите, какой прикольный мостик. Вот Маша туда поднялась, и мы поделали несколько снимков здесь. Шикарные очень снимки получаются. Вот еще один водопад. Тоже какой шикарный снимок с ним будет. Как будто бы вы куда-то в горы уехали и вот там фотографируетесь.
Вот она встала, ага. Я ее попросил, чтобы она попозировала. Мы еще с фотоаппаратом, конечно, ездили. И вода. Вот еще. Ну, это бассейн. Сейчас он сухой, но я так понимаю, что он не глубокий. Здесь, когда жара, соответственно, можно покупаться. Речка вот тут она берет свое начало. Угу. Вот здесь вот, там из-под глубины вода качается. Вон там, видите, воронка, ага? И она потом текет вниз куда-то туда. Так, видать, по кругу она и циркулирует. Смотрите, вот простой прием: камушки вот так вот выложены. Тут ничего сложного нету. Щебенка, галька и так далее. Разукрашено в различные цвета. Это растение. Смотрите, что это за растение, кто знает. Ну а вот это уже непосредственно мы находимся в самом океанариуме. Вот здесь такой гигантский экран. Это фойе, получается, фойе, и киты висят. Смотрите, какие киты гигантские. Много-много людей. Сейчас мы ждем экскурсию, вернее, когда начнется сеанс в дельфинарий. Такие гиды электронные. Дети стоят, руками там могут. Начало осмотра. Заходим. Ну вот тут я отключаюсь, потому что здесь уже звук нормальный и комментарии тут уже есть. Довольно интересно. Делаем. Вот Маша едет. Собственной персоной. Лампочки красиво сделаны. Идущие. Так, спустились вниз и проходим. Ой, это что такое? Парк какой-то или что это? Смотрите, галактика. Это галактика, это лазерная. Голограмма. Это голограмма, я прохожу сквозь голограмму. А, вот это вот Земля. Результатом разогрева поверхности и недр планеты явилась активная вулканическая деятельность. До 75% извергающихся вулканических газов составлял водяной пар. Он конденсировался на остывающей поверхности планеты, образуя первую горячую материю. Здесь история возникновения жизни на Земле. Начиная от кембрийского периода, ордвийский, силурийский и так далее. Пермский период. Голоцен, плеоцен, миоцен. Вот как жизнь на Земле. Эти организмы Так, сад Пеликара. Здесь что такое морская вода? Возникновение океана, планета океан. А вот это вот непосредственно эволюция Земли. Все течет, все изменяется. А тут что такое? Ага, тут детки могут сами вот так вот раскапывать, да? Здорово. Здорово придумали.
Маш, тебе нравится, да? Можно сделать раскопки Или закопки. или закопать. Вот как Маша сейчас закапывает. Это что? Процесс образования каменилостей. Берем такую вот метелку и начинаем закапывать, а потом раскапывать. Забава вот такая вот интересная. Вот то этого можно закопать. Вот закопали, а теперь раскапываем. Вот интерактивная доска, да? Можно так раскапывать. Трилобиты. Вот они. Трилобиты. Ракоскорпионы. Смотрите, какие они большие. Вот этот человек, вот такой ракоскорпион выше человека. Это вот такие жили когда-то на земле. Вот вы смотрите, наверху какое. Маша, смотри. Наверх смотри. Какая там тварь жуткая. А это что такое, ДНК? А вон еще один, там 3 их вон. Ты ее не заметила, что ли? Я вот это вот. Дрожь земли, все смотрели? Ира, иди скорее. А тут что мы видим? Ух ты, смотри какие. Смотри, какая штука плавает там. Такая вот акула. Ничего себе, она гигантская. Смотрите, какая гигантская акула. Неужели такие когда-то водились на земле? Кино. Пошли дальше. Такие вот рыбы. Тоже рыбы. Рыба. А это что, ящерица? Почему у нее такой хвост маленький? Ну да, вот здесь вот стоять, читать надо все. Если есть время, желание. А можно просто на рыбок посмотреть, которые плавают. А что там такое? Что там все стоят и смотрят? Мы тоже хотим посмотреть. Это вот такая рыба. Пойдем. Это рыба-зебра. Это рыба-зебра. Ну а мы дальше идем. Мы идем дальше. Вот кому рыба интересна, сюда приезжайте, смотрите. Можно долго-долго все это рассматривать. Можно долго-долго-долго читать. Тут много-много текста. Если есть время, желание, можно все это. А можно просто ходить и смотреть, любоваться такими вот красотами. О, это что такое? Ну что, живой? Руку откусит. А
вот это вот что такое? Видали? Тут темнота. Вам что-нибудь видно? Это еще такое. Тут, оказывается, кинотеатр. А я сюда зашел. Давайте посмотрим. Да, видать, развитие жизни. Или, это мир подводных древних животных на Земле. Ну да, довольно интересно. Вон их сколько. Кошмар. Шевелится. Видали? Ну, давай, рот открывай. Рот открывай. Пойдем посмотрим еще вон там. Пасть свою. Вот это я большая. Это развитие Земли. Вот так вот континенты возникали. Ну вот сейчас немножечко вам общей информации про экспозиции, которые представлены в океанариуме. Экспозиция «Эволюция жизни в океане» позволяет посетителям перенестись на 4 миллиарда лет назад к началу возникновения Солнечной системы и узнать современные представления ученых о том, как сформировалась Земля, как возник океан и как зародилась жизнь на нашей планете. Вся экспозиция насыщена муляжами, мультимедийными устройствами и информационными стендами, помогающим представить основные события и увидеть муляжи, изображения и настоящие окаменелости вымерших организмов, обитавших в разные геологические периоды. Экспозиция «Морской микромир». В ней представлена рассказ об удивительном мире, недоступном невооруженному глазу. Этот мир – начало всех пищевых цепей в океане. От него зависит существование и устойчивость морских экосистем. Посетители увидят не только увеличенные модели микроскопических организмов, но и сами смогут разглядеть с помощью светового микроскопа целый мир в обычной капле воды. В экспозиции можно познакомиться с работой электронного микроскопа, который позволяет увидеть не просто представителей органического мира, и даже самые мелкие детали их строения. Экспозиция «Океанская бездна» размещена в одном из самых крупных бассейнов, вмещающем около 3000 тонн воды, который удерживает акриловое стекло толщиной 60 сантиметров. 60 сантиметров стекло. Вот это да. Экспозиция создает атмосферу тишины, спокойствия, океанических глубин, где медленно плавают рыбы разных форм и окраски. Здесь можно увидеть стремительных лакедр, величественных акул, скатов и гигантских каменных окуней. Эффект погружения усиливается, когда посетитель попадает в прозрачную акриловую капсулу, парящую в толще воды, а вокруг на расстоянии вытянутой руки
проплывают огромные рыбы, неутомимые странники океанских пространств. Экспозиция «Река Амур», озеро Ханка и озеро Байкал знакомит с многообразием природных ландшафтов, животных и растений бассейна реки Амур. Художественные панно и видеостены демонстрируют живописные пейзажи и обитателей озер Ханка и Байкал. Экспозиция «Полярный мир» воссоздает атмосферу Арктики и Антарктики, показывает уникальность их животного мира, а также рассказывает о роли России в освоении полярных широт. Посетители познакомятся с героическими страницами освоения Арктики, увидят фильм о погружении подводного аппарата «Мир» на Северном полюсе и фильм о животных, обитающем в Арктике. Что это такое крутится? А вы понимаете, что это такое? Все это здесь крутится. Экспозиция «Берингово и Охотское моря» знакомит посетителей с высокопродуктивными морями, на долю которых приходится большая часть рыбы и морепродуктов, добываемых в Российской Федерации. Интерактивная. Экспозиция «Японское» в скобочках «Восточное море» рассказывает о теплом и холодных океанических течениях, Длинное слово не прочитаешь. которые определяют его богатство и самое высокое среди дальневосточных морей видовое разнообразие. В Японском море известно 1170 видов рыб, из которых 365 обитают в российских водах. Особое внимание в экспозиции уделено заливу Петра Великого, омывающему берега южной части Приморского края. Отдельный раздел экспозиции посвящен морским организмам, названным в честь мифических существ, древних богов и героев. Макетные группы и современные технологии в этой познавательной и увлекательной экспозиции позволяют увидеть мифические персонажи и узнать, что общего между носителями этих имен. Завершается экспозиция завораживающим концертом медуз. Маша устала и хочет есть. А еду сюда нельзя проносить. Ну вот на этом кончается первая часть. Давай Продолжение во второй части. Кубик вращается. Там что-то внутри. Пойдемте дальше.